Россия для людей. Такой ориентир сразу после вступления в должность президента в Андреевском зале Большого Кремлевского дворца сегодня озвучил Владимир Путин. Для него это уже 4-й раз сроком на 6 лет. Цитата: «В обществе должна быть атмосфера взаимной ответственности, поэтому ведущая сила преобразования – все мы, граждане разных профессий». Немало сказано про молодежь. Глава государства выразил надежду на дерзновенность молодых людей, на их способность становиться лидерами перемен, которые позволят им стать главной движущей силой развития страны. Объединив усилия всех, кто радеет за страну, за ее будущее, мы обязательно достигнем наших целей. Добьемся прорывов в науке и технологиях. Вместе реализуем масштабные планы обновления городов и сел, развития всех наших регионов. Будем активно проводить современную социальную политику, настроенную на нужды каждого человека, каждой российской семьи. Повышать качество образования и здравоохранения. Особое внимание уделим поддержке традиционных семейных ценностей, материнства и детства, чтобы в России рождалось как можно больше желанных, здоровых, умных, талантливых малышей. Это им, нашим детям, предстоит строить нашу страну дальше, добиваться еще больших успехов, чем их родители, уважать и продолжать историю нашего Отечества. Дорогие друзья, как глава государства сделаю все, чтобы приумножить силу процветания и славу России. Сама инаугурация в этот раз оказалась лаконичной. Впервые зрителям прямой трансляции продемонстрировали кадры рабочего кабинета Владимира Путина. Коридор первого корпуса Кремля, по которому он ежедневно ходит на работу, а также отечественный лимузин. Ранее президент использовал для передвижения «Мерседес», но теперь, как подчеркивается, для этих целей создан спецавтомобиль проекта «Кортеж». Также из новшеств впервые для проведения церемонии задействована Соборная площадь. Приглашены более 5000 человек. Среди них и Сергей Гапликов. Комментируя события, глава Коми главными ориентирами политического курса руководителя страны назвал благополучие граждан и национальные интересы России. Об этом сообщает губернаторская пресс-служба.